Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Продолжаю знакомить вас с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. Сегодня мы поговорим о статье 73 данного кодекса. Статья 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, которая называется «Места отбывания лишения свободы». В эту статью были внесены поправки 1 апреля 2020 года. Поправки вступают в силу 1 октября этого года. Но, однако, по данным поправкам, по данным изменениям есть свои подводные камни. Давайте поговорим об этом далее. Очень много правозащитников, юристов, общественных деятелей, депутатов Государственной Думы били за то, чтобы внести изменения в этой поправке, в том числе изменения этой поправки принимала участие и Общественная палата Чеченской Республики, и мои коллеги из Общественной наблюдательной комиссии. И согласно этой поправкам, теперь гражданин, который отбывает наказание вдали от своего дома, по ходатайству своих родственников, с его письменного разрешения, согласия, чтобы его перевели поближе к родным просторам, так сказать. Документ на перевод. Первое. Ходатайство на имя директора ФСИН Российской Федерации, копия паспорта, справка о составе семьи, копия пенсионного удостоверения, копия удостоверения инвалида, если есть такая категория. Если есть заболевания, справки, если работа, то справка о доходах, различные ходатайства от общественных и религиозных организаций, от депутатов, представителей власти. Поправки имеют ряд ограничений. Здесь не каждый заключенный имеет возможность, чтобы его перевели поближе к родственникам. Здесь все зависит от тяжести статьи, поэтому некоторые статьи исключены из разряда возможного перевода из региона в регион. Приводить все статьи в данном видео я не буду, я оставлю ссылку в описании к этому видео, где вы сможете в полной мере ознакомиться с данной статьей и с данными поправками. Друзья, я желаю, чтобы вам и вашим близким добра, мирного неба над головой, успехов, удачи вам, берегите себя, берегите своих близких. Вассаламу алейкум ва рахматуллах.